Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами Вероника Тамтусова. Да, к сожалению, пока еще одна. Мой коллега немножко приболел, поэтому берегите свое здоровье. А чтобы здоровье было лучше, нужно что? Правильно, хорошее настроение, которое мы ему с удовольствием дарим. Напоминаем, что всегда последние новости, самые интересные сюжеты, что вы могли пропустить с утра, и просто хорошее настроение дарим в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь и будьте с нами 24 часа, 7 дней в неделю. Ну а прямо сейчас подготовимся к новому рабочему дню. Немножко поговорим о погоде, которая, к сожалению, уже осенняя. Итак, в центральных районах 1-3 градуса тепла, в заречной группе 9-1 ниже 0. В южных от 0 до плюс 6, в Вилюйской группе плюс 1 плюс 6 градусов. В Нижнеленске от 0 до 1 градуса тепла, в западах 0 плюс 8. В Калмыдийской группе Улусов 4 ниже 0 плюс 9. В Янских минус 6, 0. На северо-западе минус 4 плюс 1. Вот такая у нас погода. В Якутске в 6 часов утра температура составила 1 градус тепла, атмосферное давление 748 метров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 15-17 метров в секунду. Температура в столице днем плюс 6, плюс 8 градусов. Да, очень прохладно, листья потихоньку облетают, поэтому одевайтесь потеплее, не забывайте шапки. Ну и тогда хорошее настроение вас точно не покинет из-за здоровья. Ну а прямо сейчас спешим поделиться свежими новостями о панде Катюше из московского зоопарка, где представители и ее первый рисунок, представьте, она уже и рисовать научилась. Работники с огромной гордостью и радостью наблюдают за успехами Катюши. На одном из тренингов ей предложили бамбуковые кисточки, и она, к неожиданности зоологов, не съела их, как делала ранее, с бамбуковыми палочками, а воспользовалась ими по назначению. Это особенно ценно, учитывая, что кисточки значительно больше по размеру, чем инструменты, которые панда использовала обычно. Смотрите, какие удивительные кадры. Хотела бы я получить такой хороший, красивый рисунок от нашей Катюши. Ну, а прямо сейчас переходим к другим новостям. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Работы по запуску тепла в жилые дома и соцобъекты Якутска продолжаются. По данным на 18 сентября, отопление есть в 2653 многоквартирных домах. Тепло также запущено в 361 социальном учреждении. На контроле остается запуск отопления в 4 объектах Министерства образования и 3 зданиях Минспорта. Подача тепла в эти заведения планируется до конца недели. Единая диспетчерская служба продолжает принимать обращения по поводу отсутствия отопления. За последние сутки операторы отработали 257 заявок. На сегодняшний день продолжаются работы по развоздушке системы отопления. Управляющие компании ходят по подъездам, стравливают воздух со стояков. Поэтому я убедительно прошу жителей, чтобы они обращались в свои управляющие компании или ТСЖ, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 44 45 64. Курсанты кадровой программы «Якутия. Земля героев» представили свои проекты главе региона Айсену Николаеву. Всего 25 проектов, охватывающих такие важные направления, как промышленность, транспортная логистика, туризм, сохранение объектов культурного наследия и другие актуальные сферы. Примечательно, что за каждым курсантом закрепили куратора из числа руководителей республиканских учреждений и представителей госслужбы. После презентации проектов глава региона отметил, что все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и глубокую вовлеченность в разработку своих инициатив. Проект мой называется «Инвестирование в наследие». Моим куратором является Бугаев Николай, директор Государственного краеведческого музея республики. Данный проект предусматривает масштабирование разработанных методик, масштабирование в республике. У нас сейчас в данный момент в республике 1800 объектов культурного наследия. Среди них очень много объектов, старинных зданий, которые могут быть восстановлены и использованы в новом воплощении.
На стройплощадке Ленского моста состоялась встреча студентов выпускных групп СФУ Якутского коммунально-строительного техникума с представителями группы ВИЗ. Будущие инженеры, строители и менеджеры познакомились с ходом реализации стратегически значимого для региона проекта. Узнали о технологиях и решениях, которые применяются при возведении первого в мировой истории вантового моста на вечной мерзлоте. Отмечу, что основные работы по строительству производятся на левом берегу, ну а студенты воочию увидели работы по укреплению и укрупнению кофердама опоры будущего моста. Ребята в этом году прошли производственную практику на Ленском мосту в количестве 17 человек. Очень положительная обратная связь с их стороны была, очень вовлечены ребята. После этого мы договорились с вузами о том, что мы с ними встретимся, более подробно расскажем о нашей деятельности. Очень активно подготовились и преподаватели учебных заведений для встречи с нами, и студенты дали обратную связь о практике. Мы довольны результатом, мы надеемся, что со следующего года поток студентов будет у нас только увеличиваться. Мастер-классы по реставрации книг и газет проводятся в Национальной библиотеке республики. Обучение ведется в рамках 4-го международного библиографического конгресса. Мастер-классы посетили библиотекари со всех районов республики. Первое занятие посетило более 60 человек, включая участников, которые присоединились онлайн. Напомню, сам конгресс продлится до 19 сентября. В программу последнего дня войдет демонстрация продуктов искусственного интеллекта Национальной библиотеки, различные секции и мастер-классы. Газета вообще сама по себе это хрупкая история, это богатство истории и культуры. Нам надо беречь, сохранить для наших потомков, для будущих поколений. Газета говорит обо всем. Там ото всего понемногу все есть. Поэтому нам надо хранить, особенно местные краеведческие газеты, они вызывают очень большой интерес. Вот скажите, вы чувствуете, что сегодняшний день какой-то особенный? Ну, кроме того, что это прекрасное утро середины сентября. Хотите узнать, о чем речь? Тогда смотрим. На календаре 19 сентября. Сегодня отмечают День оружейника в России. По народному календарю в этот день отмечается праздник Архангела Михаила. В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. Михаил заморозком прихватил, говорили люди. Если после михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины, если лицом вверх к студеной зиме, если изнанкой к теплой. Этот день в истории. Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меньшикова. В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. Началась партизанская операция «Концерт». Во всемирной паутине зарегистрирован домен для применения на территории СССР СУ. В этот день родились Лев VI, философ, византийский император Македонской династии. Елизавета Хитрово, русская княгиня, дочь полководца Кутузова. Вера Пашенная, русская актриса театра, педагог, народная артистка СССР. Уильям Голдинг, английский писатель-романист, нобелевский лауреат. Юрий Дроздов, советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР. Александр Карелин, российский борец, олимпийский чемпион, герой России. Именины сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, также Макар, Михаил и Фёкла. Нет, сегодня по-настоящему особенный день. День рождения смайлика. Именно 19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман предложил использовать двоеточие, дефис и скобку для обозначения улыбающегося лица в электронной переписке. Но мы-то с вами знаем, что самые искренние улыбки не в телефоне, а в реальной жизни. И особенно у нас в Якутии, где, несмотря на суровый климат, люди обладают по-настоящему теплой и широкой душой. Мы провели забавный эксперимент, выясним, кто у нас самый улыбчивый человек, а также поговорим с экспертами о том, что такое улыбка и как она меняет нашу жизнь.
В детстве мы улыбаемся по 400 раз в день, а взрослея натягиваем маску серьезного человека и сокращаем количество улыбок до 7 раз в день. По статистике это так мало. Давайте искать поводы вместе. Что вам чаще всего поднимает настроение? Ух ты. Ну, в последнее время мне поднимает настроение бег. Сегодня я, например, побегала, приняла душ, и такое ощущение всемогущества появляется. Когда я выспалась, у меня всегда хорошее настроение. Когда я вкусно покушала, это всегда стабильно хорошее настроение. Такая хорошая погода у нас сейчас. Солнце светит. Встретить новый день. Вот. Все. Проснуться, радоваться новому дню, да? Да. Чаще всего нам только кажется, что люди вокруг ходят хмурые. Мы лично убедились, что если заговорить с каждым по отдельности, поводов для радости найдется достаточно. Так считает и фотограф Сергей Шарин. Неулыбчивыми ему чаще встречаются мужчины. Однако при правильном подходе на снимках все получаются радостными. А бывают ли неулыбающиеся люди? Вот на твоем опыте такие часто встречаются? Да, очень много. Истории бывают даже, когда папа на семейной фотосессии бывает такое, то, что ни разу не улыбнется, даже не шелохнется. Ну, как бы в этом плане. Ну и как вот от тебя, как от профессионала, наверное, необходимо, да, как-то заставить человека улыбнуться, если это нужно? Ну, в большей части я стараюсь сначала немножко узнать, может быть, о профессии или чем занимается человек. Да, шуточки есть, какие-то вот внутрянки шуточки. Когда есть реакция того, что чуть-чуть появилась, ну, ухмылочка, ты уже понимаешь, что в правильном направлении идешь, как бы, да. А правда ли, что улыбка заразительна? Конечно, конечно. И если вы по городу идете и улыбаетесь, сначала на вас странно смотрят, но чаще всего в ответ кто-нибудь обязательно ответит. Это как раз говорит про то, что у человека зеркальные нейроны, они более адаптивные. Ни хороший, ни плохой, просто так бывает. Да, однозначно, так же, как зевок заразителен, так же и улыбка заразительна. Существует даже эксперимент, доказывающий, что улыбка заразительна и начинается она с тебя. В масштабном исследовании людям с большим трудом удавалось хмуриться, когда они смотрели на других улыбающихся людей. Давайте проверим. Вы сделаете серьезное лицо, а я буду улыбаться. И посмотрим, кто победит. Мы уже победили. Так быстро сдались. Улыбка и смех – это полезно. Улыбка, даже искусственная, запускает выработку гормонов счастья. Дальше за дело берется дофамин, а следом улучшается память, повышается работоспособность. Улыбчивые люди дольше остаются молодыми и свежими. У людей на позитиве даже калории сжигаются быстрее. У нас тело и душа очень взаимосвязаны. То, что происходит с нашим телом, оно влияет на наше эмоциональное состояние. Наши эмоции влияют на наше тело. Если мы с утра себе говорим, что все у тебя будет хорошо, я вот при сложной работе всегда себе говорила, у тебя сегодня пройдет классный день. И ты как будто бы уже себе убеждаешь в этом и идешь. Здорово начать просто улыбаться. Вот казалось бы, да, искусственную улыбку мы не очень ее любим, но на самом деле, когда ты сам себе улыбаешься, у тебя задействуются мышцы, у тебя включается биохимия, и твое настроение начинает меняться. А ярким примером позитивного человека мы коллективно назвали бы ректора Малой академии наук, постоянного спикера телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха» Василия Климовича Павлова. В чем же секрет его хорошего настроения? Еще Плиний Старший говорил, да, тот, кто думает, он всегда рад, да, тому, что происходит. Потому что человек – это существо, которое смеется, да, как говорили древние римляне, ридере, humanum est, да, это очень человеческое состояние радоваться. И я думаю, что я из науки сам, поэтому в науке всегда люди вместе что-то делают, а всегда коллаборативное социальное действие всегда начинается с улыбки. Как всегда начинается с улыбки мир и любое другое действие, которое приводит к положительным результатам. Как вы считаете, улыбка, она помогает в жизни, в работе? Да. И насколько это вот свои результаты? Очень даже помогает, потому что улыбка – это начало любого разговора, всегда настраивается на хорошую тему, потому что этим мы передаем свои добрые, хорошие отношения к нашему собеседнику. Улыбка сближает, вызывает доверие и делает нас чуточку счастливее. Поэтому улыбайтесь на здоровье. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск.
Поводов для радости и улыбки у каждого действительно много, и каждый он свой. Существует еще такая массовая терапия смехом, поход на юмористическое шоу, так как массовая терапия прям. Это не просто просмотр видео в интернете, это целое событие. И у нас в Якутии есть такие шоу, например, «Северный стендап». Рада познакомить вас с его представителем Максим Юцефа. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Здрасте. уже внешний вид говорит о том, что вы очень позитивный человек, потому что так рано, так хорошо выглядеть позитивно могут не все. Ну, да. Наверное, да. Вы мне сказали все черное убрать, и вообще пол гардероба у меня вычеркнули вообще. И Оказывается, у вас есть вещи не черного цвета. Да, есть серого цвета, чуть-чуть переходные есть. Ну, это уже здорово. Максим, вы, как и никто другой, знаете в этом толк вообще, как улыбаться, как дарить людям позитивные эмоции. Вы скажите, а в чем, по-вашему, главный секрет хорошего юмористического шоу? Ведь юмор — это очень сложно. Ну, юмор — это очень субъективно, на самом деле, просто. Хорошее шоу — это хорошо написанные шутки, я думаю, вот так. Хорошо написанные шутки и много раз проверенные шутки. Особенно в стендапе. То есть стендап — такое мероприятие, где ты проверяешь шутки. То есть мы выходим на сцену, у нас есть два формата. Это открытый микрофон, где ты проверяешь материал, то есть ты не уверен. И люди в зале предупреждены, что шутки сейчас звучат в первый раз, возможно. Поэтому оценивайте их. И по юмору ты оцениваешь, смешная она, не смешная. А потом уже ты собираешь эти шутки в концерт, и в концерте ты уже берешь с людей деньги, и ты уверен в том, что эти шутки смешные, что ты продаешь свой материал. Вот так. Ну а как вообще подобрать шутку, чтобы она нравилась широкому кругу людей? То есть сложно же не просто подобрать хорошую шутку. Юмор, правда, это у каждого свой, да, чувство юмора у каждого свое, но вы же работаете на большинство, то есть надо найти такую тему, такую изюминку, которая, правда, всем зайдет. Ну, обычно юмор — это вот опыт твой, наверное. Опыт, помноженное на непонимание того, что происходит. Вот так. Ну, твой опыт. Ты все время из своей жизни отталкиваешься. Есть там пару, комедия наблюдения есть, когда ты просто наблюдаешь за всем. И основываешься, какое-то наблюдение сделал, и такой думаешь, что бы я сделал в этой ситуации, к примеру. И вот примерно так рождается шутка. Ну, там способов рождения шутки на самом деле много. Можно придумать просто, можно написать. Но в целом это просто опыт. Долго-долго нужно этим заниматься, и это придет. Такое творчество, которое нарабатывается. Нарабатывается, да. Тогда расскажите, что такое северный стендап? Ну, во-первых, название «Северный» уже говорит о том, что это что-то местное, наше, колоритное. Да. И какая у него есть специфика? Северный стендап-клуб — это на самом деле просто объединение комиков в этом городе. Оно основано еще Сергеем Орловым и Денисом Антипиным, и вот мы его просто продолжаем. Очень много у нас ребят разных, очень интересных, по стилистике разных, по возрасту разных. Кто-то занимается этим там уже больше 5 лет, кто-то больше 6, кто-то больше 7, кто-то больше 8. Я тоже примерно занимаюсь, наверное, лет 8, может быть так. И кто-то уехал, кто-то остался. Ну вот оно таким образом. Мы выступаем, у нас есть два вида просто. Есть Северный стендап-клуб, это вот мы выступаем, это наше объединение. Есть еще Саха стендап, это только на якутском языке. Мы к ним никак, конечно, не относимся, но тоже ребята занимаются комедией, на самом деле у них отличается сильно, а мы не сильно отличаемся от всех комиков, которые есть в России, потому что мы шутим на том же языке, на котором и большинство комиков этой страны. Как вы считаете, все люди обладают чувством юмора? Я считаю, что все обладают, но некоторые просто это скрывают как-то. В смысле? Ну, как-то они специально не понимают, что это смешно. Они пытаются не посмеяться, а понять, почему им было смешно. А на самом деле надо просто посмеяться. Ну, ясно. А и были ли люди, которые вот прям вот не смеялись все представление? Притом не скажешь, что они не обладают юмором, вот просто вот с серьезным видом сидели назло вам в первых рядах. Да. Есть люди, которые стесняются своего смеха почему-то. И мы как-то выступали в каком-то заведении, и там люди вообще молчали, в зале сидели. Вообще молчали. Просто представьте, вот час выступать, и никто ничего не говорит. Вот так вот делаю, но смеха нет вообще. Но после выступления подошли и сказали нам, организаторы, это было великолепно. Типа просто, люди вот такие, закрытые, как бы они не стеснялись, но они нам сказали, что это было очень смешно. И все ли понимают ваш юмор? Например, есть ли такая специфика, что выходишь в другом регионе и тебя не понимают? Вот в чем прелести Якутии, Якутска вообще, в целом якутской аудитории, города, наверное, Якутска, может, Якутии в целом, не знаю. А в том, что все шутки, которые здесь работают, там они работают еще ярче. На самом деле. То есть все комики, которые у нас отсюда уезжали там, в Москву, у нас много достаточно комиков уехало в Москву, они все там вообще успешно выступают. Супер успешно. То есть тебе не нужно ничего переписывать. Если только ты шутишь про что-то местное там,
ну, там, про какой-нибудь клуб или про какой-нибудь там кафе, что-то еще, да. Но если ты шутишь в целом про жизнь, про себя, то юмор не сильно отличается. И он на самом деле, зал у нас очень честный. То есть, когда смешно, смеются, когда не смешно, не смеются. Никто там, ха-ха-ха. Я вот где-то выступал в каком-то городе, в Екатеринбурге, что ли, там чуть-чуть был нечестный зритель. Потому что они, ну, не слишком много смеялись, так нельзя, типа, это, ну, очень добрый. Когда человек вот настроен сильно смеяться. Вообще слишком. Или вот где-то в Сочи мы выступали, тоже там очень смешно, очень люди радуются. Видимо, солнца много, позитива много, я вот ваш сюжет посмотрел. Поэтому они очень слишком отзывчивые на юмор. Я так не шутил, как они смеялись. Вот так. Ясно. Что лично вам поднимает настроение? То есть такая специфика работы, что постоянно нужно быть как будто бы на позитиве, да? Сложно шутить в плохом настроении. На самом деле нет, можно шутить в плохом настроении. Ты же шутишь. На самом деле люди смеются-то от боли. Стендап же это боль твоя, какое-то переживание жизненное, в котором люди находят что-то свое. Вот это. И иногда... Ну, я просто сам по себе, я улыбаться люблю. Ну вот, типа, я улыбаюсь, и мне поднимает настроение то, что... не знаю, что я живу просто. Мне нравится жить. Это здорово. Смотрите ли вы современные комедийные передачи? Если смотрите, то что и как вы вот оцениваете изменения роста вот от КВН, который был классический, да, можно сказать, до сегодняшнего стендапа? Ну, КВН на самом деле раньше был, ну, кузница юмора. Сейчас просто очень много уже вне КВН появляются люди в юморе на телевидении. То есть там много проектов и на ТНТ, я знаю, есть. Я не так много смотрю российского юмора, я просто смотрю какие-то концерты зарубежных комиков. А российских, ну, наверное, я смотрю что-то... Ну, вот «Звезды», я знаю, вышло достаточно интересно, потому что там просто все мастодонты собрались, как бы ты всех их знал со времен КВН, они пришли такие, и мы сейчас покажем вам, как шутить шутки. Ну и КВН сейчас на самом деле смешной. Ну, вот современный КВН, просто многие его не смотрят, потому что в целом как бы Первый канал сильно никто не смотрит. Но он смешной, я скажу, очень смешной. Я посмотрел пару игр каких-то, недавно мне попадались, мне, ну, друг советует, вот он смотрит до сих пор, с тех времен еще смотрит. И мы такие, типа, он говорит, посмотри, Максим. Я такой, ага, и реально очень смешно. Ну, там есть Оборович, команда очень смешная, мне нравится. Вот есть тренды там в видео, есть тренды там в рекламе, там еще в чем-то. А есть ли тренды в юморе? Есть тренды в юморе. Сейчас популярен юмор, юмористические шоу популярны. Больше, чем КВН. Вот КВН убили юмористические шоу, а особенно, я думаю, убил, наверное, ТикТок какой-то. Когда у тебя там на одну шутку 550 мемов, каких-то рилсов, которые ты смотришь, такой, что такое? И сложно шутить. Современно, быстро надо шутить. То есть и из-за этого там какая-то телевизионная программа не успевает за интернетом, который намного быстрее это обшучивает. И я думаю, все ушло в юмористические шоу. Ну там, мы смотрим там разные там. ЧБД, есть же, там, и так есть далее. же классика юмористического шоу. То есть юмор, если смотреть там американская классика юмористического шоу, она достаточно такая специфичная, да, есть специфический, говорят, английский юмор. Вот, можно ли сказать, что есть специфический российский юмор? Российский юмор 100% есть. Такой суровый юмор. Даже специфично наш якутский юмор есть. У нас тоже у комиков достаточно интересный стиль юмора. То есть мы интересно шутки строим, совсем по-другому. Не так, как есть традиционная школа, там по Джуди Картер все строят, отношения там «мне не нравится» или там «меня бесит», вот все вводные слова. У нас немножко по-другому строится, потому что, видимо, из-за того, что двуязычные все, двуязычные, и в голове именно предложения по-разному строятся. То есть мы не говорим, или мы быстро говорим. Вот нам нужно вот какой-то темп придать. А и там люди спокойные. Вот я когда говорю, меня вообще там не понимают, потому что ты очень быстро говоришь. Я вот все время так говорю. Ну, я попросила, конечно, пошутить. Да. А я не могу, а как вот так пошутить? Это странно, короче. Я вообще не люблю шутить. Пошути. Ну, там, это как слесарю сказать, сделай мне что-нибудь сейчас, в данный момент. Это очень странно. То есть это все-таки так не работает? Нет, у меня есть заготовленные шутки, а зачем? Ну, тут нет зрителя, для кого мне их рассказывать? Ну вот, нас всех обидели. Вы что, мы же тысячи за камерами. Ну нет, приходите на шоу, без проблем. Вообще какие планы? Планы у нас... Ну, сейчас я знаю, короче, мне сказали рассказать что-то про, что есть из юмористического. Сейчас возрождать КВН собираются. Вот, для молодежи. КВН в смысле в Якутске? Да, возрождать КВН в Якутске. У нас умер года 4 назад. Не знаю, что-то. После пандемийное время не возродилось после этого ничего. Не знаю почему. И сейчас со времен студенческой лиги начнут возрождать какую-то, ну, что-то для студентов будет интересное. Можно будет сходить куда-то посмотреть. Будете учить?
Я не знаю, если позовут, да. А если нет, то нет. Стендапом будем дальше заниматься. Концерты будем делать. Я собираюсь сделать сам свой сольный концерт. Я долго его думаю. Когда мне его сделать? В целом материала очень много, просто надо его сделать. Ну и каждую неделю у нас мероприятие. Если вы хотите выступить, попробовать себя в стендап-комедии, вам ничего в целом не нужно. Просто нужно написать нам, найти наши социальные сети и выступить. Отличный совет. Я думаю, что молодежь обязательно этим воспользуется, тем более те, кто планирует как раз возрождать КВН. Да. Такая хорошая школа. Ну, признавайтесь, кто с утра потянулся не к телефону, а сделал парочку наклонов? Да-да, тоже вижу ваши смущенные лица. Чтобы исправить это упущение и сделать нашу жизнь хоть на немного здоровее и активнее, мы подготовили для вас отличную утреннюю разминку. Всем доброго утра, меня зовут Екатерина. Давайте начнем этот день позитивно, с хорошей, бодрой зарядки, чтобы зарядиться на целый день. И давайте начнем с легкой просто разминки. Начинаем вытягивать шею, уводим голову вправо, уводим голову влево и делаем так где-то 6 подходов. Потом остаемся на одной стороне и от уха через подбородок рисуем полукруг к другому уху. Раз. Только перед. 2. Делаем тоже 3 раза. Остаемся на одной стороне. Сверху слегка давим и держим в статике где-то секунд 5. И в другую сторону повторяем то же самое. Теперь руки собираем в замок на затылок. Подбородок тянем к груди и сверху тоже слегка давим, держим. Тоже секунд 5 подержали, поднимаем голову, опустили руки и плечи тянем назад. Делаем это хорошо, амплитуднее. 2, 3, 4 и вперед тоже. 1, 2, 3 и 4. Теперь правую руку вытягиваем вверх. На левую лопатку, левой рукой за правый локоть и уходим в наклон, вытягиваем хорошо бок, таз у нас остается, не сдвигается. Тоже держим в статике 5 секунд, возвращаемся, эту же руку тянем к себе, расслабляем кисть и держим в статике 5 секунд. Теперь эта рука уходит назад, зацеп в замок, подтянули к себе руку и увели наклон головы влево. Тоже держим 5 секунд. Возвращаемся, делаем на другую сторону. Теперь стопы ставим шире, руки на пояс и круговые вращения таза в одну сторону. 2, 3 и 4. Возвращаемся в центр. Левая рука скользит по бедру, правую руку вытягиваем наверх и уходим в наклон вместе с бедром. Руку вперед не роняем, вытягиваем наверх, прям хотим вытолкнуть грудь наверх и взгляд направляем вверх. Держим в статике 5 секунд. Корпус теперь уводим в наклон, тянем руку в сторону, держим 5 секунд. Опускаем руку вниз, в центре, меняем руку, вытянули левую руку, держим 5 секунд и уходим в наклон, взгляд направили вверх, грудь толкнули наверх, тоже держим 5 секунд. И возвращаемся в исходное положение, опустили руки, теперь локти прижимаем к талии, сжимаем кулак и кисти прокручиваем прямо через усилие к себе в одну сторону и в другую. Опустили руки, ладони на колени, ладони на колени и колени прокручиваем в одну сторону и в другую. По 4 раза. Стопы поставили поуже, правую ногу оставим на носок и через верх меняем на левую, вытянули стопы, поменяли 3, 4, 5, 6, делаем 8 раз, 7 и 8. Остались на этой стороне и крутим голеностоп. 3, 4, в другую сторону, 3 и 4. Повторяем с другой ногой. На этом наша зарядка завершилась. Желаю всем продуктивного, хорошего дня и здоровья.
Я думаю, что после такой зарядки, правда, можно проснуться. Ну, а теперь нужно задумываться. Вот чем вы завтракаете? Признавайтесь, кто из вас обожает хрустящий хлеб с ароматными топпингами? Лично я просто обожаю. И кажется, я не одинока, ведь брускетта стала хитом во многих ресторанах. Но зачем куда-то идти, если ее можно сделать самим? И это проще, чем кажется. Вместе с нашим шеф-поваром мы разберемся, как избежать главных ошибок и приготовить идеальную брускетту, которая украсит и семейный ужин, и праздничный стол, и, конечно, завтрак. Доброе утро, меня зовут Лунев Дмитрий, я шеф-повар ресторана «Кабинет», и сегодня мы для вас приготовим классическую итальянскую закуску. Брускетта будет у нас на местный лад с чиром, и вторая брускетта будет с говядиной. Брускетта – это универсальная закуска, которая подойдет для завтрака, легкого перекуса, для встречи неожиданных гостей. Для 2 брускет нам понадобится обязательно итальянский хлеб чиабатта, мы печем его сами, малосольный чир, ростбиф, это говяжья вырезка, обжаренная на гриле, маринуется с горчицей, травами, паприкой. Также нам понадобится копченая вишня, кедровые орехи, соус ромеско, это овощной итальянский соус из оливкового масла, болгарского перца, помидора, лука, чеснока, а также орешек миндаля. Все это запекается и пробивается, доводится до вкуса с винным уксусом, солью, сахаром. Для брускетты с чиром нам понадобится также итальянская чиабатта, свежий огурец, красная икра и творожный сыр, смешанный с майонезом, сметаной, цедрой апельсина и творожный сыр также со сметаной и вялеными рубленными томатами. Для начала мы нарезаем чиабатту крупными кусками. Толщиной примерно 2 сантиметра. Чиабатту нужно обязательно смазать оливковым маслом. У меня оливковое масло настояно на чесноке, розмарине и тимьяне. Смазываем с 2 сторон маслом. И далее мы будем обжаривать на гриле. Если в домашних условиях, можно поджарить на сухой горячей сковородке. Я поджарил чиабатту на гриле. Сейчас мы берем творожный сыр с вялеными томатами и намазываем наш поджаренный хлеб. Берем ростбиф, жареный на гриле, маринованный. Кладем грамм 80. Соус ромеско овощной. Ложим сверху на говядину. Также копченая вишня. Сверху каленый кедровый орех. И украшаем микрозеленью. И ломтиком редиски. Вот такие брускетты мы сегодня приготовили. Классические итальянские закуски. Брускетта с чиром, огурцом, красной икрой. Брускетта с соусом ромеско, ростбифом, кедровыми орешками. Приятного аппетита!
Всем, кто завтракает, приятного аппетита, хорошего настроения. Ну а мы ищем вдохновение и советуем вам, конечно, выставки, кинопремьеры. И сейчас хотим рассказать, что в истории русской культуры есть личности масштаба целой вселенной. Их влияние выходило далеко за рамки литературы, философии или живописи. Они становились настоящими духовными магнитами, притягивающими лучшие умы своей эпохи. Таким центром притяжения, настоящим солнцем, вокруг которого вращались другие планеты, художники, музыканты, мыслители, был Лев Николаевич Толстой. И даже один его портрет может рассказать об этом очень многое. Лев Николаевич Толстой часто подчеркивал объединяющую роль искусства. Он говорил: искусство объединяет. И сам он, как человек, объединял вокруг себя очень много интересных людей, многих художников. На выставке представлена картина, портрет Толстого, написанный художником, передвижником Николаем Васильевичем Орловым. Этот художник познакомился с Толстым на выставке, где он представлял свою работу «Умирающие», которую впоследствии купил у этого молодого художника Павел Михайлович Третьяков. Толстой сразу обратил внимание на молодого художника, он ему понравился. И впоследствии он говорил: это мой любимый художник, он знает мой предмет, а мой любимый предмет – это русская жизнь, русские люди, русская душа. И когда у Орлова вышел альбом с репродукциями, то предисловие написал этот великий писатель. Вот так зародилась их дружба. И когда у Орлова произошла трагедия, у него сгорел дом, некуда было деваться, то Лев Николаевич Толстой, будучи сострадающим человеком, он предоставил ему дом в Ясной Поляне. А художник из сарая сделал мастерскую. И, конечно, он писал портрет великого писателя. У нас на выставке представлен портрет Льва Николаевича, написанный Николаем Васильевичем Орловым. Но здесь еще более интересная история. Это копия с портрета, написанного великим художником Иваном Крамским. И здесь мы видим писателя, сосредоточенного в своем любимом кресле. Здесь ему 45 лет, он еще молод. Он пишет роман «Анна Каренина». Он сидит, одетый в свою любимую блузу, которую, кстати, шила ему Софья Андреевна. Летом он носил белые блузы, зимой носил темные блузы. И, кстати, говорят, что толстовки происходят благодаря фамилии Толстого. И эта картина, этот портрет, он написан Орловым после смерти Толстого, когда прошло уже 39 лет. Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко и информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. В Якутии проходит финальный этап первых всероссийских соревнований «Путь воина». Напомним, за победу борются команды из Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей. А пока команда из Якутии стала победителем первой игры финала соревнований. В нашем репортаже вы узнаете, как проходят соревнования, финал которого состоится 21 сентября. В нашу жизнь активно внедряется новое приложение «Макс». Если у вас все еще остались сомнения о том, устанавливать его или нет, о плюсах и минусах нового мессенджера мы вам расскажем в нашем материале. Петр Шамаев отправился в зону боевых действий в 2024 году с поста министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. В феврале 2025 года, подорвавшись на противопехотной мине, он потерял ногу. Вся Якутия следила, как мужественно Петр переносил тяжелые ранения, проходил через операции и реабилитацию. Сегодня он снова на посту министра и ставит новые задачи по воспитанию молодежи. О буднях воина на передовой он рассказал нашему корреспонденту. На этой неделе состоялась премьера фильма «Подарю тебе цветы». Сегодня наш гость – режиссер картины Василий Слепцов.
О том, почему его выгнали из школы, как идти к мечте, как создавался фильм в пятничном номере газеты. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера нынче отмечает 90-летие. Об уникальных изданиях, масштабных раскопках, личных фондах первых писателей, хранящихся у них, архиве Гаврила Ксенофонтова рассказала директор Сардана Баякова. Кроме того, в пятничном номере мы вам расскажем о профилактике гриппа, профессионалах своего дела, семье медицинских работников, буднях столицы и многом другом. Будьте в курсе всех новостей. Хорошего дня! Кто владеет информацией, владеет жизнью, да? Потому что это самое главное. Но мы хотим всегда поделиться, помимо полезной информации, еще приятной. Художница из Якутии Куней Иванова представила свои работы «Космоскоп», главной ярмарки современного искусства России. Арт-событие объединило лучшие галереи страны, художников и коллекционеров. Всего выставлено 97 работ, из них 25 произведений представили регионы России. Якутия впервые участвует в «Космоскоп». Республика вошла в состав стенда сообщества современных сибирских художников. Куней Иванова представила полотно «Летопись» с тонкими вставками из бисера, маски, изделий из переработанных материалов. Ее искусство отражает любовь к жизни, природе и культуре Якутии. Это просто потрясающе. Посмотрите, какие фото. Ну, это что-то очень современное, очень идентичное, очень наше, родное, которое доступно в современности. То есть отражение Якутии в современном видении художницы. Ну, такие замечательные новости. Всегда приятно быть частью чего-то прогрессивного. И когда Якутию представляют талантливые, прекрасные люди, ты смотришь и понимаешь, в каком удивительном регионе мы живем. Но от новостей культуры переходим к новостям последних суток. Что же произошло в нашем регионе, в России и в мире в целом? Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Недропользователи Якутии присоединились к экологическому проекту «Зеленый четверг». Акция, организованная Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, объединила 87 человек. Вместе с «Зеленым четвергом» прошла и акция «Сохраним лес». Мероприятие направлено на восстановление лесов после пожаров. В этот раз высадили 500 саженцев обыкновенной сосны на территории в 1 гектар. Отмечу, что все деревья выращены в якутских лесопитомниках. Это мероприятие проводим уже 6-й раз, да, и за время таких акций посажено более 30 тысяч саженцев. Саженцы, они выкопаны от линейных объектов Якутэнерго и других энергетиков, да, структур энергетического комплекса республики. В Преображенский собор прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы, святыня, переданная из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в честь 155-летия Якутской епархии. По преданию, Богородица сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила на протяжении всей жизни. Святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века и вовсе находилась во Влахернском храме в Константинополе. К святыне люди обращаются с просьбой об исцелении и даровании детей. Посетить божественные литургии перед ковчегом можно с 19 по 21 сентября. Вот в этом ковчеге, который сегодня принесли, рядом еще 2 частицы. Это святые мощи ее родителей, праведных Иакима и Анны. Мы имеем множество свидетельств, письменных, документальных, задокументированных, множество случаев, когда бездетные родители, желающие иметь детей, желающие порадоваться о своих чадах, имели это от Пресвятой Богородицы. В эти дни в Алдане проходит 3-й этап всероссийских соревнований по самбо. В нем принимают участие юные спортсмены 2009-2011 годов из Забайкальского края, Амурской, Иркутской областей, Республик Бурятия и Республики Саха. 3-й этап сезона – это новая возможность для ребят проверить свои силы, встретиться с сильнейшими соперниками. Напомню, первые 2 этапа прошли в Улан-Удэ и в Иркутске, ну а 4-й, заключительный, пройдет до конца года в Хабаровске. Ребята все подготовлены. После летних каникул это первые крупные соревнования в нашей республике.
Ребята показывают неплохую борьбу, хорошую технику. Многие были летом на сборах, поэтому они уже готовы к этим соревнованиям. После третьего этапа в городе Алдан будет проводиться финальный этап в городе Хабаровск. Инициатором были Всероссийская Федерация самбо и Российские железные дороги. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. А продолжим мы замечательным клипом. Что вы сейчас увидите, это творение, во-первых, Руслана Черова. Жалко, что он, конечно, приболел и не увидит его в эфире, ну, посмотрит в повторе. А мы прямо сейчас не только посмотрим, но после этого поговорим с участниками клипа. Но я уверена, что вы его уже видели, потому что ролик во всех социальных сетях, и просмотров у него столько, что, конечно, мы не были пионерами, так сказать, его запуска, но очень хотели его повторить в эфире. И сегодня у нас в гостях настоящие легенды, пионеры якутского брейк-данса 80-х Даниил Каратаев и Роман Затрутин. Ребята, доброе утро. Ну, ребята, конечно, звучит очень в моих устах так позитивно, но на самом деле, ну, не поверишь, что вам уже достаточно много лет, то есть 50, как мне так написано в бумажке. Всегда 25. Да, вот я так смотрю и думаю, по-моему, я выгляжу старше. Местами. Итак, как вам удается сохранить бодрость? Мы сейчас видели ролик, это правда потрясающе. Ну, я уверена, что большинство молодежи, если их оторвать от компьютеров, это не повторит. Ну, думаю, быть всегда в позитиве, быть бодрым. Ну, что в жизни-то? Ну, не бояться трудностей, да и что такое вообще? Насколько вот этот позитив можно связать с брейк-дансом? То есть можно ли сказать, что ваше увлечение тогда, что вы сохранили до сих пор, да, в хорошую форму, хороший настрой, жизненные принципы, да, что это все-таки сыграло свою роль? Все вот это началось в Якутии где-то в 85 году. Начало было. Но первый раз я вот прямо впрямую увидел на дискотеке. Я помню, это Дворец культуры и техники Кулаковского. Раньше называлось Фаэтон, как я помню. Вот там я увидел, как ребята танцуют. Меня это заворожило, как бы.
очень сильно. И мы как бы нашлись. Ребятами с двора стали как-то что-то пробовать, друг друга что-то показывать. И вот все были увлечены вот этим брейком, вот именно в то время. Потом, понимаете, мы в то время не курили, не пили, нам было по 14, по 15 лет тогда всегда. Все были на позитиве, у нас это было интересно. Тем более было время, перестроечное время. Как бы было все ново было в то время. Не как вот так вот. Начинали танцевать, потом у нас как бы 87-й же год, да, у нас получился этот фестиваль, да. Первый городской фестиваль был, да. Тогда вот было вообще интересно. Мальчишки, там, девчонки. Туда даже было, помню, даже не попасть кому-то, вот, чтобы посмотреть. Ходили туда все. Мы заняли, я помню, у нас была группа «Надежда», кстати, Алексей, это мой друг, мы вместе с ним начинали танцевать. Мы с 9-й школы, да. У нас группа «Надежда» называлась. И первое место заняла группа «Не подарок», а второе «Надежда». Вот мы заняли второе место, было очень весело. Потом в 88-м мы уже в составе группы «Не подарок», 3 человека, мы поехали на республиканский конкурс и заняли первое уже место, мы там заняли. Было так. Кто вас учил? Ну, то есть трудно представить, понимаете, что были какие-то преподаватели. Не было ни видиков, да. ничего. Кто-то где-то какое-то движение увидел, привез откуда-то. Студенты приезжают с Питера, с Москвы. Да. Нам что-то показали, и вот это движение оттачивали. Все это было как на квартирах дома у кого-то, что были зеркала. Да. Находит, да. Да. Вот группа «Надежда», это от горкома комсомола, кстати, была создана. Мы занимались в этом, как называется, бройлерная была в каком-то доме, я помню, где-то на Петра Алексеева. Бройлерная стояла. И нам выделили там помещение, сделали ремонт. И мы ходили, занимались там после, вот как бы вот так вот. Было интересно. Потом был бар такой, я уже не помню, как он назывался, в гостинице «Лена». На первом этаже все брейкеры там собирались еще. И самое главное, это, конечно, кафе «Катюша». Это прямо центральное было такое место, куда мы ходили, танцевали там. Много было там ребят. Вот самые зачинщики брейка вот, города Якутска, кто вот, были все там. Было интересно. Ну, брейк. Да, и вот это, понимаете, вот то, что мы танцевали раньше, это все заложилось. И вот когда прошло вот 40 лет, как бы мне вот позвонили, нас нашли. Нас нашли, да, вот. И позвали вот меня вот на Талое озеро, просто как навстречу. Я вот пришел, и они говорят, танцуй сразу. Я говорю, как, вы что, ребята? Не, давай. Вот тут есть один такой Иван Степанов, очень хороший парень, очень хорошо танцует. Братишки, да. Молодцы. Да. Все, они меня заставили танцевать. Я станцевал 1-2 раз, потом стали встречаться, и вот все дошло до клипа. Здорово. Сейчас вообще, получается, вы собираетесь довольно часто. Ну, сейчас похолодало. Мы так на улицах. Не часто, да. Летом как бы. Летом часто. Почти каждую неделю. Ну, а вы набираете там новое поколение? Что? Новое поколение, молодежное. Нет, понимаете, новое поколение танцует так, что у нас прямо глаза выходят из орбит. Мы так, конечно, не можем и не могли, и не танцевали так никогда, конечно. Понимаете? То, что мы танцевали, времена же разные бывают. Это было то время, это начало брейка было, это вот какие-то первые движения. Сейчас танцуют. Не было подсмотреть. Сейчас видео везде, в интернете, обучение, там много всего, чего есть. И тем более это сейчас олимпийский спорт. Извините меня, они делают больше, чем какие-то акробаты или там гимнасты. Они намного сложнее у них вот, все происходит. Ну, а чем занимаются такие серьезные люди в жизни? Ну, я профессиональный портной вообще, дизайнер одежды с 15 лет уже. Раньше и одевал ребят своих. Да, кстати говоря, когда группа была «Надежда» у нас, мы сами придумали костюмы, и я помню, на работе мы их у себя отшивали. Я в Силуэте всю жизнь поработал. Ну, как бы меня знает много кто в городе. Это да. Тоже обращались, знаем. Вы чем занимаетесь? Я онлайн работаю. Ну, то есть, получается, такая активная жизненная позиция, она и продолжилась в другом творчестве. Да, она, понимаете, всегда как-то... Я никогда брейки не забывал, потому что это на всю жизнь.
вообще. Это на всю жизнь. Это Оно как бы, да, бывших брейкеров заложилось. не бывает. Пошло и уже не выйдет. Ведь брейк же, оно, уличный брейк в те времена. Мы на площади Ленина. Нет, начинали мы танцевать всегда на площади Орджоникидзе. Пятачок. Всегда. Да. Даже в милицию забирали нас. Ну, правда, привезут и отпустят сразу. То есть мы не хулиганили, ничего. Был такой диджей Гарик, он нас всегда звал. Все корпусы. 86-й год, это как бы такой взрыв дискотек был по городу. Это очень было популярно. Мы были популярными парнями. Тогда мы, да. Но нас не пускали ни на все дискотеки. Потрясающе. Зима. Шапку только снимаешь, волосы обесвечены, серьги в ушах, все. До свидания. Дресс-код не прошел. Мы уже студенты, уже 8-го. Ну, вас можно Ходили слушать мы, бесконечно, бегали. потому что очень интересно все это узнать. А что бы вы пожелали вот тем, кто еще не решился повторить свой опыт в молодости? Может, присоединиться к Да вам? надо пробовать, что, почему В бы жизни, нет? да, все просто, по идее. Мы сами усложняем. Надо все воспринимать все проще и идти вперед. Главное. Спасибо. Спасибо за пожелания, спасибо за энергетику. Ждем нового ролика обязательно. Ну, зима, я думаю, теперь не помеха, есть площадки. Думаю, вас молодежь тоже пригласит поделиться опытом, хотя бы настроем на жизнь. Вот мы настрой ждем. Ну, а мы желаем вам всем доброго утра, хорошего настроения, отличных выходных. Увидимся в понедельник. До новых встреч.